Здравствуйте, уважаемые участники регионального этапа Всероссийского конкурса, Всероссийской олимпиады школьников по праву. Меня зовут Босс Анастасия Александровна, я руководитель регионального центра по выявлению и поддержке одаренных детей в области спорта, искусства и науки Республики Коми. Рядышком со мной находится председатель жюри по предмету права Рочева Ирина Владимировна. Вебинар проведет именно она. Она озвучит вам анализ олимпиадных заданий, правильные ответы, типичные ошибки. Хочу отметить, что такая рассредоточенная модель в рамках Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 года выбрана впервые. И это первый предмет, который проходит именно по такой модели. Всего в олимпиаде регионального этапа приняло 34 участника, в том числе один участник находился за пределами Республики Коми, а именно писал работу в оздоровительном лагере «Артек» в Крыму. Таким образом, у нас написали непосредственно в Сыктывкаре 3 участников, остальные находились на местах в муниципальных образованиях. Принимали участие 9, 10, 11 классы. Сейчас по каждому классу мы проведем разбор олимпиадных заданий. Я думаю, что на каждый класс мы будем уделять примерно по 20 минут. Хочу оговориться, что у нас время ограничено, в течение часа мы должны закончить разбор олимпиадных заданий. В течение сегодняшнего дня все участники олимпиады могут себе обеспечить просмотр работ с помощью дистанционных технологий. Весь порядок описан на сайте регионального центра, его можно увидеть именно по предмету права. Теперь я, чтобы не задерживать, передаю слово председателю жюри по предмету права регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников Рочевой Ирине Владимировне. Ирина Владимировна, прошу вас. Здравствуйте. Меня просили первым делом сказать, что предварительные итоги подведены и размещены тоже на сайте, все могут ознакомиться. Окончательные итоги будут уже после того, как будут рассмотрены апелляции, если таковые поступят. Итак, начнем с 9 класса, задание 9 класса. Первый вопрос. Первый вопрос был посвящен уполномоченному по правам человека. Здесь верные ответы были под буквами В. Уполномоченный по правам человека назначается на должность Государственной Думой. И буква Д. Уполномоченный по правам человека назначается на должность сроком на 5 лет. Здесь многие выбрали ответ Б. Уполномоченным по правам человека может стать только лицо, имеющее высшее юридическое образование. Это довольно получилась распространенная ошибка, но это был неправильный ответ. Здесь, наверное, я должна сразу сказать о критериях, потому что при выборе хотя бы одного неверного ответа за задание по правилам ставилось 0 баллов. Второй вопрос. Однопалатными являются парламенты. Правильные ответы В – Греция и Д – Швеция. В остальных странах парламенты двухпалатные. Вопрос номер 3. В арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации выделены виды производств. Здесь правильные ответы были следующие. А. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. Б. Исковое производство. В. О выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейского суда. И Г. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов. В этом вопросе 1 балл ставился только за 2 правильных ответа. То есть, если вы отмечали А и Б, вы получали за это 1 балл. Если вы отмечали А, Б и В, вы получали все равно 1 балл. Если вы отмечали А, Б, В и Г, получали 2 балла. 4-й вопрос был следующий. Судья не может участвовать в производстве по уголовному делу. Правильные ответы здесь следующие. А, если он является свидетелем. Б, если он является гражданским истцом или ответчиком. Г, если он участвовал в качестве понятого. И Д, если он является близким родственником любого из участников производства. Здесь также ставились за каждые 2 правильные ответа 1 балл. Вопрос номер 5.
Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности. Правильные ответы: А. В связи с деятельным раскаянием. В. Примирением с потерпевшим. И Г. Назначением судебного штрафа. Вопрос номер 6. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, к мерам обеспечения производства не относятся. Здесь правильные ответы Д, Е и Ж. Административное приостановление деятельности, административный арест и дисквалификация. Все это является не мерами обеспечения производства, а мерами наказания. Здесь довольно мало было правильных ответов во всех вариантах. Вопрос номер 7. Вот здесь очень многие ответили правильно. Согласно действующему законодательству, сроки действия паспортов. Правильные ответы: А от 14 до 20, Б от 20 до 45 и Д от 45 лет бессрочно. Здесь большинство ответов верны. Вопрос номер 8. Установите соответствие. Органы соответствующих межгосударственных объединений. К Совету Европы относятся ответы Б, Комитет министров, и Д, Европейский суд по правам человека. К Европейскому Союзу относятся органы А, Европейский парламент, В, Европейская комиссия и Г, Европейский центральный банк. Здесь не очень много было правильных ответов, честно говоря. Зато вот в соответствии с латинскими выражениями здесь у большинства все хорошо получилось. Правильные ответы были: под номером 1 ответ Б, под номером 2 ответ В, под номером 3 ответ Г, под номером 4 ответ А. Следующий вопрос тоже на установление соответствия. Здесь тоже у большинства заданий было выполнено верно. Итак, грабеж ответ В, открытое хищение чужого имущества. Мошенничество ответ А, хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. Разбой ответ Б, нападение в целях хищения чужого имущества с применением насилия. И вымогательство ответ Г, требование совершения действий имущественного характера под угрозой применения насилия. Следующее задание, вопрос номер 11, было на установление последовательности. И здесь в основном тоже больше половины правильных ответов были выбраны. Итак, последовательность цифр следующая: 4, 6, 1, 2, 5 и 3. Таким образом, первое действие – это вынесение Государственной Думой предложения в выдвижение обвинения. Следующее, второе действие – образование специальной комиссии Государственной Думы и вынесение ею решения. Следующее действие – это выдвижение Государственной Думой обвинения. Следующее действие – это дача заключения Верховным судом о наличии в действиях президента признаков преступления. Следующее – это дача Конституционным судом заключения о соблюдении порядка. И последнее – это решение Советом Федерации Российской РФ о должности президента. Вот такой был порядок ответа. Дальше у нас идут правовые задачи. Здесь 2 балла ставились за правильный ответ короткий, да или нет, или кто прав. И 3 балла добавлялись за правильное объяснение, за правильное обоснование. Итак, задача об имени ребенка. В данном случае, я не буду задачу зачитывать, да? В данном случае правы сотрудники ЗАГСа, которые отказались регистрировать имя принцессы Дианы Громова, потому что при выборе родителями имени ребенка не допускается указаний на ранги, должности и титулы. В Семейном кодексе это новая норма, недавно появилась. Примерно наполовину правильно ответили на данную задачу. Следующая задача о том, что несовершеннолетний подсудимый возражает против назначения ему мер воспитательного воздействия 2. Правильный ответ здесь: прав суд, поскольку он может назначить одновременно несколько принудительных мер воспитательного воздействия. Здесь мы в обосновании ориентировались на то, чтобы в ответе было обязательно сказано, что несколько мер воздействия. Потому что это самое главное здесь для объяснения.
Так, президент, задача 14. Президент вернул без подписания федеральный закон. Президент в данном случае не прав. Он должен был подписать закон, потому что при повторном рассмотрении закон был одобрен определенным количеством членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы. Многие ответили верно, но здесь нужно было указать именно пропорцию. Нужно было указать, что 2/3 от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы должны были одобрить закон, и президент должен был его подписать. Следующая задача о хищении. В данном случае Ломакин, который унес у спящей пассажирки сумку, совершил кражу, то есть тайное хищение, поскольку, что важно, свидетели, видевшие, как он это сделал, не расценивали происходящее как хищение. Это важно, об этом было разъяснение Верховного суда, поэтому в данном случае правильный ответ – кража, и в обосновании должны были быть слова о том, что свидетели происшествия не расценивали его как хищение. Так, вопрос номер 16. Здесь все справились абсолютно. Действительно, Петр Пономарев не имеет права на алименты от дочери, потому что он был лишен родительских прав в свое время. Это знают все. Вопрос номер 17. При чрезвычайном положении решение о запрете создавать коммерческие и юридические лица и регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Правильный ответ – это неправомерно, поскольку конституционное право на предпринимательскую или иную экономическую деятельность относится к таким правам, которые не подлежат ограничению, даже при чрезвычайном положении. Задача номер 18. О впервые совершенном убийстве и можно ли в этом случае человека освободить от уголовной ответственности, если он раскаялся в содеянном и возместил вред. В данном случае такое решение неправомерно, поскольку освободить от уголовной ответственности в данном случае можно было бы только если бы преступление было небольшой или средней тяжести. А поскольку преступление является более тяжким, то есть оно в данном случае особо тяжкое преступление, в данном случае освобождать от уголовной ответственности его было нельзя. Вопрос номер 19. Орган, который осуществляет государственную регистрацию коммерческих и юридических лиц. Это Федеральная налоговая служба Российской Федерации. Дальше нужно было проанализировать документ. Вот приведен документ. Разные здесь статьи, выдержки. И нужно было ответить на вопросы. Так, какие здесь правильные ответы? Название историко-правового документа. Это был Гражданский кодекс. Год принятия данного документа 1922. Сделка, которая описана в статье 33, это кабальная сделка. Сделка, которая описана в статье 34, это мнимая или фиктивная сделка. Последствия недействительности сделки, указанные в статье 149, называется реституция, то есть возвращение того, что было уплачено. В приведенном случае, в соответствии со статьями кодекса, прав гражданин И, поскольку следовало начислять проценты только на основную сумму долга. Проценты приведенные выдержки из кодекса запрещают начислять. Номер 7. Договор купли-продажи в соответствии с документом является консенсуальным. И современным российским законодательством предельная стоимость наследственного имущества не установлена. И последним заданием был кроссворд. Так. Противоречие между отдельными нормами и актами называется коллизия.
Родовое название федерального органа исполнительной власти, который осуществляет функции по контролю и надзору, функции в области обороны и государственной безопасности. Такие органы называются службами. Ответ номер 3 – служба. Преступление, заключающееся в создании устойчивой вооруженной группы, а также руководство такой группой, называется бандитизм. Социально-правовая юридическая наука, изучающая закономерность преступности, называется криминология. Форма территориальной организации государства, в состав которого входит несколько государственных образований, называется федерацией. И принудительное препровождение физического лица в целях составления протокола называется доставление. Задание по вертикали. Письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу, называется доверенность. В римском праве палочка, которой прикасались к спорной вещи, называлась виндикта. Был такой даже один правильный ответ. Европейская страна, в которой высшим органом юстиции является Государственный совет, это Франция. И общий правовой термин, освобождающий определенный круг субъектов права, называется иммунитет. С 9 классом все. У меня вот такой вопрос возник. Если задания повторяются, надо ли их сами озвучивать? Я думаю, на ваше усмотрение можно только. Потому что в заданиях разных классов повторялись задания, поэтому мы, наверное, будем их пропускать. Или если не надо пропускать, то как бы давайте. Про однопалатные парламенты уже было задание, это Греция и Швеция. Виды производств тоже были, ответ А, Б, В и Г. Задание лицо, впервые совершившее преступление, может быть освобождено. Опять же, было задание, был уже такой вопрос, это А, В и Г. Не являются мерами обеспечения производства Д, Е и Ж, тоже знакомое задание. Соответствие устанавливалось точно так же, как в задании для 9 класса. Вот. А латинские выражения здесь были другие. Итак, первое аргументум ad ignorat. Нет, я не буду по-латински читать, чтобы не путать вас. Значит, первый ответ А, аргумент, рассчитанный на неосведомленность. Это все догадались. Второй ответ В, аргумент, обращенный к сути дела. Вот этот. Третий ответ Б, аргумент силы. Бакулюм – это палка. И четвертый ответ Г, аргумент, обращенный к кошельку. Далее надо было установить соответствие между международными организациями и городами, в которых в мире располагаются штаб-квартиры. Итак, штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии. Правильный ответ В, располагается в Вене. Штаб-квартира Всемирной организации здравоохранения располагается в Женеве. Ответ Д. Штаб-квартира Совета Европы, это многие догадались, в Страсбурге. Штаб-квартира Международной морской организации, ответ Б, в Лондоне. И штаб-квартира продовольственной и сельскохозяйственной организации находится в Риме, ответ Г. Дальше верная последовательность действий при отрешении президента от должности точно такая же, как и в варианте 9 класса. Здесь тоже многие справились. Дальше вам предлагалась схема, где надо было заполнить пропуски. Пропуски надо было заполнить следующим образом. Под цифрой 1, вот в этом квадратике, следовало написать «иные меры уголовно-правового характера». В квадратике 2 надо было написать «принудительные меры медицинского характера». Ответ лечения засчитывался. Ну, где написано было не мера медицинского характера, а лечение, там мы тоже засчитывали. Здесь нужно было написать два выражения. Принудительное наблюдение лечения у врача-психиатра. Вот слово «психиатр» надо было, чтобы обязательно было не просто врач, но психолог, а именно психиатр. В амбулаторных условиях. В амбулаторных условиях мы засчитывали синонимы в нестационарных и в домашних условиях. И в 4-м квадратике нужно было написать судебный штраф. Здесь с разной степенью успешности справились.
Задача про Михаила Красова у нас уже была. Коротко повторю, что можно было, суть была в том, что можно было применить именно несколько мер воздействия. Так, вот задача про похищенную из автомобиля денежную сумму. В данном случае нормам Уголовного кодекса соответствовала позиция Беляева, который настаивал на том, чтобы действия Давыдова были квалифицированы по совокупности составов. Здесь главное было в ответе написать, что здесь совершены одновременно два преступления, и не являются они друг другу рецидивом. То есть ни за одно из них фигурант еще не понес ответственности, поэтому квалифицировать их как рецидив нельзя, именно совокупность составов. Дальше была задача про гражданина Гуськова, который был привлечен к работе в выходной день, и ему была дана компенсация в качестве выходного дня. В данном случае прав был работодатель, и важно было в обосновании указать, что Гуськов уже взял выходной, и на компенсацию он уже права не имеет. То есть здесь выбор либо компенсация в двойном размере, либо дополнительный выходной день. То есть вот указать альтернативность было очень важно. Задачу про Ломакина мы уже рассматривали, который украл сумку. Повторюсь, что это была кража. И в обосновании надо было указать, что свидетели не осознавали, что Ломакин взял чужую сумку. Задача про Степанова и Николаева, которые хотели купить рыболовные крючки. Предприниматель Орлов отказался им продавать рыболовные крючки. Правильный ответ. Орлов не мог отказаться. Многие здесь ответили верно. Орлов не должен был отказываться. В обосновании нужно было указать что-нибудь из следующего. Либо потому, что договор, который Орлов имеет с покупателями, это публичный договор, и отказ от публичного договора невозможен. Либо апеллировать к тому, что он предприниматель, либо что он нарушает права потребителя. То есть здесь вот такие ответы мы засчитывали. То есть здесь в обосновании должно быть сказано что-то из этого. Следующая задача номер 15 об убийстве с особой жестокостью. Ну, здесь, в общем-то, практически все ответили верно, что отбывание наказания должно быть именно в колонии строгого режима, потому что преступление особо тяжкое. Вот этот аргумент был решающим. И по поводу предпринимателей, которые обязались не обращаться за разрешением спора в государственные суды. Это решение тоже неправомерно, поскольку по Конституции, а также по другим законодательным актам, отказ от права на обращение в суд недействителен. Здесь в обосновании важно было подчеркнуть, что нельзя запрещать людям обращаться в суд. Никакой договор, никакой другой акт не может этого сделать. Дальше задача про демонстрацию, которую организовал 17-летний Михаил, которая началась в 21:00, а закончилась в течение 2 часов. Какие нарушения были допущены Михаилом при организации публичного мероприятия? Ну, здесь за каждое верное указанное нарушение начислялось по 2 балла. Первое нарушение, которое допустил Михаил, было связано с его возрастом. До 18 лет лицо не может быть организатором демонстрации. Второе нарушение было связано с тем, что Михаил не уведомил органы государственной власти. И вот здесь важно было указать именно органы местного самоуправления, либо исполнительный орган субъекта, а не правоохранительные органы. Ну и третье нарушение связано с тем, что публичное мероприятие не может заканчиваться позднее 22 часов. Здесь время проведения демонстрации было неверным, но не потому, что Михаил несовершеннолетний или участники демонстрации несовершеннолетние, а потому что публичное мероприятие в принципе не может проводиться позднее 22 часов. Многие ответили
что нарушен был комендантский час. Дело в том, что комендантский час не входит в законодательство Российской Федерации. Это законодательство субъектов. И не во всех субъектах может быть установлен этот комендантский час. Поэтому этот ответ не засчитывался. Следующий документ был тот же самый, что и в задании для 9 класса. Поэтому ответы те же. Гражданский кодекс 1922 года, кабальная сделка, мнимая сделка, реституция, прав гражданин и договор был консенсуальным, и предельная стоимость наследственного имущества не установлена. И кроссворд, собственно, был тот же самый. Противоречие между нормами: коллизия, родовое название федерального органа, служба, преступление с созданием вооруженной группы называется бандитизм, наука социально-правовая криминология, форма территориальной организации государства федерация, принудительное препровождение физического лица доставление, письменные уполномочия доверенность, палочка в римском праве виндикта, высший органов Государственный совет во Франции и освобождение субъектов из-под действия общих норм иммунитет. Это все в 10 классе. И 11 класс. Здесь тоже будут повторения. Здесь тоже были повторения. Выражения на латинском языке. Те же самые, что в задании для 10 класса. Аргумент, рассчитанный на неосведомленность, под цифрой 1. Аргумент, обращенный к сути дела, под цифрой 2. Аргумент силы, под цифрой 3. И аргумент, обращенный к кошельку, Г, под цифрой 4. То же самое задание соответствия международных организаций, штаб-квартир МАГАТЭ Вена, ВОЗ Женева, Совет Европы Страсбург, морская организация Лондон и продовольственная и сельскохозяйственная организация Рим. Так, верная последовательность здесь была немного другой. Сейчас бы не перепутать. Итак, наиболее ранний документ – это Великая Хартия Вольностей. Следующий – Саксонское зерцало. Следующий – Каролина. Следующий – Биль о правах Англия. Следующий – Биль о правах США. Следующий – Французский гражданский кодекс. И 7-м – Германское гражданское уложение. Здесь был даже один ответ, где человек правильно все 7 назвал позиций. 2 ответа с 5, 1 с 4 правильными ответами, а остальные там по 1, по 2. Пропуски в схеме те же самые, что и задание для 10 класса. Цифра 1 – иные меры уголовно-правового характера. Цифра 2 – принудительные меры медицинского характера. Цифра 3 – принудительное наблюдение у врача-психиатра в амбулаторных или нестационарных или домашних условиях. И номер 4 – судебный штраф. Задачи некоторые тоже повторялись. О краже из автомобиля, повторюсь, да, прав Беляев, в том, что в данном случае имеет место совокупность преступлений. Они совершены одновременно, и один другому рецидивом не является. Вопрос про гражданина Касаткина. Здесь было сложно. Краткие ответы были примерно пополам, половина правильной, половина неправильной. Может ли быть взыскание со стороны банка обращено на автомобиль, квартиру и загородный дом? При условии, что они заключили брачный договор, что все это имущество, нажитое во время брака, является собственностью только супруги, а банк об этом не был уведомлен. Может ли быть обращено взыскание на это имущество? Правильный ответ – может. Взыскание может быть обращено. Обоснование следующее. Супруг был обязан уведомить кредитора, то есть банк, о заключении брачного договора. При невыполнении этой обязанности супруг отвечает по своим обязательствам независимо от содержания брачного договора. То есть главное обоснование было в том, что Касаткин не уведомил банк о заключении брачного договора. Был один только такой правильный ответ.
Дальше вопрос о гражданине Гуськове. Мы уже рассматривали его. Здесь, повторюсь, прав работодатель, поскольку он уже предоставил компенсацию в виде отдыха, дополнительного дня отдыха, поэтому он уже не обязан оплачивать в двойном размере работу, как сверхурочную. Важно было подчеркнуть альтернативу, что либо деньги, либо дополнительный выходной. Вопрос про Дружинина. Дознание в сокращенной форме. Дознание в сокращенной форме в данном случае невозможно, Пирогов прав, поскольку Дружинин является несовершеннолетним. Вот главный аргумент в данном случае, поскольку Дружинин несовершеннолетний. Поэтому дознаватель прав, что не согласился производить дознание в сокращенной форме. Ну, задача про рыболовные крючки мы тоже уже рассматривали. Орлов не мог отказываться от заключения договора о купле-продаже в данном случае, потому что он предприниматель, договор у него публичный, он нарушает права потребителя. Об убийстве с особой жестокостью мы тоже уже говорили. Здесь будет колония строгого режима, поскольку преступление особой тяжести. И договор о том, что стороны обязуются не обращаться за решением спора в государственные суды, мы тоже рассматривали. Такое условие, в принципе, включить-то они его могут, но оно будет недействительно, оно не соответствует российскому законодательству, поскольку никто не имеет права ограничивать гражданина на обращение в суд. Задача про демонстрацию, которую организовал Михаил, мы тоже уже рассматривали. Опять же, повторюсь, нарушение здесь следующее. Михаил не может быть организатором, так как он не достиг 18 лет. Второе, он не уведомил органы государственной власти. И третье, публичное мероприятие не может проводиться позднее 22 часов. Задача номер 13. О нарушении прав потребителя, опять же, при химчистке. Гражданка Белова сдала блузку в химчистку, ей испортили блузку, и она провела товароведческую экспертизу, компания не удовлетворила ее сначала требованиям, а потом она обратилась в суд. Задание такое: перечислите все требования, которые здесь могут быть удовлетворены. Здесь довольно много требований, некоторые из них были в ответах указаны. Во-первых, Белова может вернуть себе денежные средства, оплаченные за химчистку. Это почти все указали. Второе, она может потребовать возместить ей расходы на проведение товароведческого исследования. Такие ответы тоже были. Третье, ей должна быть возмещена двукратная стоимость блузки. Ну, стоимость блузки мы тоже засчитывали, хотя можно было указать, что она и двукратная. Далее, сумма пени можно было указать по закону о защите прав потребителей. Компенсацию морального вреда, такой ответ тоже был. И штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Можно было взыскать также с этой компании. То есть здесь можно было 12 баллов получить, по 2 балла за каждый правильный ответ. Задание номер 14. Надо было вставить пропущенные слова в документе. Итак, под цифрой 1 надо было вставить понятие наследования. Понятие наследования как некоторого универсального посмертного преемства. Известное представление о принадлежности той и другой или другой движимой, цифра 3, вещи, посягательство на нее составляет деликт или правонарушение. Преступление в данном случае было неправильно, потому что преступление – это не деликт, преступление – это уголовное правонарушение. Принадлежавшее покойному несложное имущество оказывается под цифрой 5 безхозяйным, то есть ничьим. Так, неприменимо, пока оно не принято наследником, многие ответили, оно еще ничье. Естественно, более близкие люди должны иметь и преимущественное право, цифра 7, на оставшееся имущество. Как мы знаем, древнейшему праву неизвестна индивидуальная собственность на, номер 8, землю.
она считается принадлежащей тем или другим союзам. Вот здесь по 1 баллу за каждый правильный ответ можно было получить. И, наконец, кроссворд. Так, по договору одна сторона передает другой стороне в собственность имущество, другая сторона обязуется периодически выплачивать денежную сумму. Под цифрой 1 это называется рента. Специальный бланк, который выдается гражданину на выборах или референдуме. Под цифрой 2 называется бюллетень. Это почти все ответили. Согласно действующему российскому законодательству, соперничество хозяйствующих субъектов называется конкуренция. Это тоже был несложный вопрос. Лицо, располагающее сведениями о фактических обстоятельствах, номер 4, свидетель. Тоже вполне все взяли. Криминалистическое учение о внешнем облике человека. Так, это сложное слово. Габитоскопия. Под цифрой 5. Так, уголовное неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Это угон, это почти все знают. Имущественная доля членов кооператива называется пай, всего 3 буквы. Так, объединение депутатов Государственной Думы называется фракция. И полная или частичная гарантия платежа по чеку называется аваль. В итоге в темных клетках у нас получалось слово «неустойка». Следовало дать определение слову «неустойка». Слово «неустойка» – это денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Здесь важно было сказать, что это просто денежная сумма, не надо было ее называть штрафом, потому что неустойка платится в пользу контрагента, а штраф платится в пользу государства. Это категории немножко разные. И это все. Наверное, стоит отметить, Елена Владимировна, по максимальному количеству баллов, которые могли выбрать учащиеся 9, 10, 11 классов. Максимальное количество баллов было везде 100. Только для заданий для 11 класса 101. В 9 классе максимум 100, в 10 классе 100 и в 11 101 балл. На этом по анализу типичных ошибок, анализу работ у нас все. Если какие-то вопросы, я думаю, мы еще минут 20 будем на связи в режиме в режиме чата, что-то озвучивать. Прошу все ваши вопросы писать в чате. Соответственно, мы попытаемся их проговорить. Если где-то нужны ссылки, мы уже представили, что результаты у нас будут на официальном сайте Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, на сайте регионального центра талант.крыло.ру, раздел Всероссийской олимпиады школьников, где вы провалитесь в региональный этап, и там уже находите конкретный предмет, который вас интересует. В нашем случае это право. Сейчас там уже размещены информация о предварительных результатах регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Но вы можете видеть этот экселевский файл и отдельно в разрезе, скажем так, рейтинговая таблица с общей суммой баллов. 9 классы 8 человек, среди 10 классов было 14 человек. И среди 11 классов у нас было 12 человек. Вот. Пока какие-то комментарии, вопросов пока ждем. Если есть, то, пожалуйста, задавайте. Какие-то у вас, Владимир, комментарии будут. В принципе, в течение сегодняшнего дня вы можете предоставить запрос на показ работы конкретно вашей, соответственно, где будут указаны баллы по каждому заданию. Вот. После показа работ, в принципе, остальное и процедура апелляции в порядке прописана. Тоже есть на вкладке «Право».
Порядок проведения оценивания, анализа и показа работы и проведения апелляции. Ну, на этом пока все. Поступил вопрос по местам, каким образом распределяются места. Зачастую выявляется один победитель и выделяются 3 места призеров по порядку, соответственно. Остальным всем участникам, хочу отметить, выдаются свидетельства об участии в региональном этапе. И, соответственно, все призеры и победители данного регионального этапа являются автоматическими участниками Олимпиады регионального этапа на следующий год. Вот, таким образом. Максим, я надеюсь, ответила на ваш вопрос. Да, Ирина Владимировна, подождите, пожалуйста, немножко, если вдруг какие-то вопросы по тематике поступят. Так, еще какие у нас вопросы? Я смотрю, у нас и коллеги из Троицко-Печорского района, с Инты, Сыктывкара, с Карткировского района к нам тоже присоединились, с Воркуты, с Ижемского района. Даже есть представители из других областей. Так, Устюмский район тоже на связи. Хорошо. Угу. Так, Воркута, Ударский район. Хорошо. Надеюсь, при анализе работ мы ответили на все ваши вопросы, которые у вас возникли при написании Олимпиады. Если какие-то вопросы остались без ответа, просим сейчас направлять, чтобы мы могли оперативно их ответить. Сразу отмечу, что при подаче апелляции только могут быть поданы на выставление конкретных баллов. По форме заданий в апелляции не принимаются, по формулировке заданий тоже апелляции не принимаются, потому что все задания были разработаны Центрально предметно-методической комиссией, которые, соответственно, были представлены нам уже федеральным оператором данной Олимпиады. Есть еще время посмотреть. Я надеюсь, все уже познакомились со своими результатами. Если есть возможность, прошу дать обратную связь. Все ли посмотрели? Если есть какие-то вопросы, все ли нашли? Сразу хочу отметить, что подобные анализы работы, именно с точки зрения анализа олимпиадных заданий, с помощью вебинара будет проходить по другим предметам. Ближайшие у нас это литература, искусство, мировая художественная культура. Далее пойдет русский язык. Вопросов пока не вижу. На этом экране я могу показать региональный сайт регионального центра. Коллеги, кто еще не нашел? Так, сейчас на русском сразу напишу. Вот первая ссылочка.
Есть раздел Всероссийская олимпиада школьников и различные этапы. Школьный, муниципальный у нас уже прошли, мы проваливаемся в региональный этап. И, соответственно, можем видеть таблицу предметную, даты проведения, соответственно, вот тот предмет, который нас интересует. Вот это экселевская табличка, которая показывает основные результаты. Вот так выглядит сайт. Коллеги, я вижу, вопросов больше нету. Надеюсь, все какие-то моменты мы вам озвучили. Если будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь в наш региональный центр и постараемся на них ответить. Спасибо большое. Я думаю, мы на этом закончим.